Апрель 2020-го. Улицы опустели, общепиты и многие сферы деятельности прекратили работу. Остальные же перешли на дистанционку. Вирус, о котором раньше не слышали. Народ, оказавшийся в ужасе и панике от незнания, что ожидает на следующий день. Пандемия поменяла все. Первые тревожные вести из китайского Уханя пришли в самом начале января. 2 марта подтвердили первый случай заболевания COVID-19 у москвича, вернувшегося из Италии. Но и несмотря на все страхи, жители региона в начале апреля в Ингушетии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом. Его выявили у 26-летнего молодого человека, который вернулся из Москвы. Поначалу в китайский вирус верили слабо. Люди отказывались принимать правду и соблюдать меры предосторожности. Когда всех отправили домой, некоторые подумали, что это каникулы, и свободно разгуливали по улице, пока заражение и градус напряжения стремительно возрастал. Не выходи из дома, не совершай ошибку. Наверное, еще никогда эти слова Бродского не цитировались столь массово и часто. Дорогие жители республики, на территории Ингушетии с 30 марта 2020 года до особого распоряжения введен режим самоизоляции для всех жителей, независимо от возраста. Патрули призывали людей не выходить из дома. И впервые в новейшей истории двери мечети оказались закрытыми. Пришлось воздержаться и от пятничных молитв. Сразу после муллы во всех мечетях региона к жителям обращались главы муниципальных образований. Происходящее вокруг напоминало голливудский фильм, когда люди все же не слушались и продолжали ходить друг к другу в гости, очаг заболевания начал расти. Медики каждый день фиксировали более 100 зараженных коронавирусом, за которыми последовали первые смерти. Вот именно тогда жители начали осознавать, что COVID-19 не выдумка. И те, кто вчера, образно говоря, говорили, что нет коронавируса, сегодня уже говорили, что начиналась практически истерика, что мы не готовы были, что врачи не знают, как лечить, у нас нет лекарств и так далее, и так далее. То есть самые разные градусы эмоций был в обществе у нас, обсуждения были бурные, огромный опыт дало нам вот течение этого заболевания. На сегодняшний день мы можем констатировать тот факт, что, в принципе, здравоохранение готово, врачи знают, как лечить, есть медицинские препараты. Когда никаких лекарств от нового вируса не было, единственное, к чему призывали медики, соблюдать меры предосторожности и ограничить контакты с людьми. Все больницы региона перепрофилировали под ковид-госпитали. Что они тяжелее уходят на искусственную вентиляцию легких и затем умирают. Поймите, не наша вина, это болезнь такая. Мы делаем все возможное. Я поступила в очень тяжелом состоянии, была жизнь и смерть. Сейчас уже лучше. Спасибо врачам, все очень хорошо сейчас. Вообще дышать не могла. Этот год люди в белых халатах будут помнить всю жизнь. Они, рискуя своим здоровьем, продолжали бороться с коварной инфекцией. Им пришлось забыть про родных и близких, пришлось ночевать в гостиницах. Все напоминало войну. Больные все поступали, а жертв в регионе, как и во всем мире, становилось все больше. У меня отказались легкие, они не дышали меня. Жизнь делится после этой болезни, до и после. Это 100%. Могу за это точно отвечать. Многие в республике не верят, что его нету. Но я точно могу заверить, что прошла я через эту боль. Когда жители республики не верили и до последнего говорили, что это маскарад и театр, журналисты, несмотря на угрозу здоровья, все же решили переступить черту красной зоны и показать, как обстоят дела на самом деле. Чтобы доказать всем и призвать задуматься о тяжести последствий и сложном времени, в режиме нон-стоп наши коллеги освещали эту проблему. Работали, можно сказать, в самых горячих точках. Одним из первых за закрытыми дверями красной зоны оказался наш коллега Адам Мережков. Он своими глазами видел и рассказывал телезрителям, какие последствия может вызвать коронавирус. После нескольких таких поездок Адам сам подхватил инфекцию. Видел, лишний раз убеждался, что жители наши, они не воспринимают серьезно, то есть не соблюдали ни масочный режим, ни дистанцию социальную. Я понимал, что вот в скором времени это охватит полностью, этот масштаб этой болезни перейдет. И хотелось быстрее осветить, но получилось так, что вот я снимал, приехал с красной зоны, и где-то на второй день я почувствовал, прям, что
эта болезнь зацепила и меня. Ну, я хотел верить, что это не коронавирус, но получилось так, что это коронавирус. У меня поднялась высокая температура, одышка была, сильная одышка была. Ну, я начал препараты употреблять. То есть у меня сестра врач, она начала советовать. Я остался дома на некоторое время, полностью соблюдал карантин. Чтобы хоть как-то остановить стремительное распространение смертельного вируса, городские улицы регулярно дезинфицировали, а те, кто осознавал всю серьезность событий, организовывали акции и призывали сидеть дома. Прошу вас не выходить из дома и не встречаться со своими друзьями. Занимайтесь спортом дома. Делайте разные физические упражнения. Это подтягивание, отжимания. Дети тоже оказались в опасности. В апреле прошлого года было уже 28 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Последствия ковид у них не столь фатальны, как у взрослых. Сюда мы в тяжелом состоянии попали, потому что до периода попасть сюда мы 5 дней пролечились дома. Как бы у нас шла, предполагали, ангина яхш. Назначили назначение дома, педиатры вызывали, шло лечение. Но у нас, как таково, после лечения на 5-й сутки пошла одышка. Когда родственники начали болеть, умирать, а те, кто прошел через ад, рассказывать, насколько все опасно, люди наконец поверили в существование вируса. Но было поздно, он распространялся слишком быстро. С первых дней региональными властями по поручению главы Ингушетии были предприняты все ограничительные меры, чтобы снизить распространение инфекции. Правительство республики приняло все меры, необходимые для защиты нашего населения, живущего в этой республике. Чтобы ограничить общение, мы приостановили учебный процесс во всех школах, в детских садах. У нас необходимые препараты, измерительные приборы, защитные костюмы, все, что нужно для врачей. Там все оборудование, все необходимые лекарства, все необходимые препараты. Кроме того, вентиляция воздуха в каждой палате находится. Общепиты и места досуга закрыли. Даже продуктовые магазины и аптеки, которым разрешили работать, надзорные органы проверяли чуть ли не каждый день. Есть ли разметки, соблюдают ли предприниматели меры предосторожности, а многие их не соблюдали. Я могу заболеть оттуда, выйти. Ты думаешь, какой-то процент будет защищенности будет. Махмуд Али Калиматов сам неоднократно призывал жителей соблюдать меры предосторожности и не выходить из дома, осознавая, с какой серьезной напастью мы столкнулись. Весь мир, не только мы в России, не знает, что это такое. Они знают, что это вирус, что он ведет к застеклению, в буквальном смысле, застеклению легких. Ай армудол ялач ардолш. Суг ёлкаш, надо вот там жестко, там все. Я же не буду кнутами гонять людей. Вы же должны быть сами ответственны. Да, Роса, да, нандолыш, вош волыш, я вош волыш. Но вы же можете сказать, да, армудол. Молотигач. Шей могу жевать, телефон, да, тихо, скорая помощь. Полностью обеспечено. Мало того, у нас есть там и автомобили с искусственной вентиляцией легких. Усиливаем наряды. Еще сильнее будет. Применять административные меры воздействия на каждого. Кто этого не понимает. Они будут жесткими. Но я полагался, что на осознание беды общей. Я думал, что люди понимают. И я надеюсь на это, многие понимают, многие выполняют эти требования. После эмоционального обращения главы Ингушетии многие начали осознавать, что ситуация обстоит намного категоричнее, чем могли ожидать.
Пандемия отразилась и на росте цен. Люди массово начали опустошать продуктовые склады, а границы закрыли. В самый сложный момент руководство Ингушетии предприняло все меры, чтобы снизить социальную напряженность в республике. Так, по инициативе Махмуда Али Калиматова в начале месяца Рамадан в рамках акции «Мехксах» помощь получили более 5500 семей. А в последние 10 дней священного месяца по поручению главы Ингушетии в преддверии одного из двух главных мусульманских праздников Ид-Аль-Фитр Мархаш продуктовую помощь раздали еще около 5000 семей с тяжелым материальным положением. Впервые за всю историю Мархаш самый главный и любимый мусульманами светлый праздник пришлось отметить дома, в кругу семьи. Ранее такого никогда не было. Люди тосковали по молитвам в мечети, дружеским визитам с поздравлениями к родным и близким. Все были лишены этой возможности, поскольку на тот момент уже поняли, насколько все серьезно. Молодым людям пришлось очеркнуть длинные списки адресов, ведь гости на тот момент были нежеланные. Хочу хотя бы пропустить это ему мохтигни слуги ваша китады На некоторое время пришлось воздержаться и от посещения похорон, а свадьбы и вовсе оказались под запретом, пока ситуация с коронавирусом не урегулируется. Острым дефицитом в разгар пандемии стали средства защиты. Однако на фоне общей беды объединились все. Волонтеры и все неравнодушные отшивали медицинские маски у себя дома и раздавали их всем нуждающимся. Ведь тогда они были в дефиците и на вес золота. Основная нагрузка пришлась на НРБ. Именно там приняли первый удар коронавируса. Однако задействованы были все больницы региона. Так, еще на начальном этапе распространения ковида по указанию Махмуда Али Калиматова в Ингушетии зарезервировали для борьбы с инфекцией в 4 раза больше медицинских коек, чем было рекомендовано ВОЗ. Для оказания помощи больным на базе 6 учреждений здравоохранения перепрофилировали и развернули 1027 коек. Из них 581 обеспечили кислородом и 71 реанимационные. С первого дня врачи работали на износ, но продолжали лечить, несмотря на то, что дома ждали родные и близкие. Несколько дней я проводила в стационаре, вообще не виделась с родными. Даже не несколько дней, там это было 2 недели. Мы после работы ехали в гостиницу, а там опять отдохнув, ехали на работу, поэтому 2 недели я не видела своих родных. И когда уже начали по-другому работать, к сожалению, тоже я прихожу вечером очень поздно, и по 12-14 часов в день работаю, и у меня уже не было выходных, наверное, 3 месяца точно. Внимание региону оказали и на федеральном уровне. На помощь ингушским медикам пришли московские врачи. Они вели прием жителей республики во всех районных и городских медучреждениях. В разгар пандемии столичного региона в Ингушетию на 2 самолетах поступил ценный груз. Аппараты неинвазивной вентиляции легких, кислородные концентраторы, тепловизоры, экспресс-тесты, защитные костюмы, маски, очки и медикаменты. Медпомощь направили по указанию президента России. Рады видеть вас, благодарны за оперативное реагирование на просьбу президента Сергея Семеновича Собянина за такое оперативное решение. Будем надеяться, что не зря мы сюда прибыли, максимально постараться оказывать. Средства защиты ИВЛ закупили для региона и меценаты, представители бизнеса, политики, спортсмены. Все они объединились вокруг призыва главы Ингушетии помочь врачам и жителям в этой непростой ситуации. Все эти меры позволили республике сохранить относительно стабильную эпидобстановку. Уже в июле нагрузка на врачей немного снизилась, но надзорные органы продолжали следить за соблюдением ограничительных мер, зная, что это только затишье перед бурей. К осени в разгар простудных заболеваний медики уже прогнозировали 2-ю волну. Благодаря слаженным действиям и отработанным схемам удалось ввести правильную борьбу с коварной инфекцией. Сейчас, кстати, в Ингушетии количество развернутых коек достигло 106 на базе 5 медучреждений. Спад заболеваемости, который у нас идет с Нового года, с января месяца, на сегодняшний день, где-то в течение 2 недель, мы имеем снижение ростов, снижение заболевания. То есть спад идет именно показателей снижения.
Это говорит о том, что вот на этом уровне как бы идет стабилизация заболеваемости на сегодняшний день, к сожалению. Практически на нет все это не сходит. Идет стабилизация заболеваемости, за которым мы, собственно говоря, учитывая то, что вокруг страны полыхают, заболеваемость растет, миграция практически на том уровне, который у нас был до эпидемии, естественно, мы должны понимать, что у нас есть основания для того, чтобы быть готовым к новому всплеску заболеваемости. Медики стали национальными героями. Рискуя своей жизнью в специализированных костюмах, они спасали больных. К работе привлекли ординаторов, профессоров, студентов вузов и СУЗов. Труд и профессионализм медиков отметили в зале славы администрации главы Ингушетии. Медработники получили благодарности президента страны и орден Пирогова из рук главы республики. За самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные при исполнении врачебного долга. Махмуд Али Калиматов сказал каждому спасибо за труд и помощь в самое тяжелое время. Каждый из вас внес тот вклад, который был необходим. Гордимся все мы, и вся страна, и в республике, тем, какой самоотдачей вы в трудных условиях, в костюмах делали свою работу. Сутками, месяцами. Сейчас, когда уже прошел год, люди смогли вдохнуть полной грудью. Ограничения хоть и до конца не сняты, но все же можно спокойно гулять по улице, ходить в общепиты и встречаться с друзьями. Я, конечно же, рада, что наконец-таки на улицах появились люди, что мы снова можем видеться с друзьями, потому что я вспоминаю прошлый март и помню, что все это время мы сидели дома. Но, тем не менее, я считаю, что ситуация не сильно улучшилась и есть повторные заболевания. Мы должны обращать на это внимание и в первую очередь думать о наших пожилых родственниках, не родственниках в том числе, соблюдать все меры предосторожности и правила санитарной безопасности. В разгар пандемии нелегко пришлось и работникам Центра гигиены и эпидемиологии Ингушетии. Всего за это время проведено 81 600 тестов, из них у более 15 тысяч подтвердился ковид. Сейчас в лаборатории за сутки в среднем выявляют больше десятка новых случаев заражения. Это низкие показатели, учитывая, что в пик болезни за сутки их фиксировали более 100. За год по официальной статистике коронавирус унес жизни 180 жителей Ингушетии. В основном это мужчины старше 50 лет. В соответствии с этим же постановлением главного государственного санитарного врача нами проводится не менее 300 исследований в сутки. Эту цифру мы держим даже в течение, это не сказать, что у нас дальше продолжается такое количество случаев заболеваний, но эту цифру мы должны держать, чтобы проводить скрининг исследования. То есть мы пытаемся найти заболевших, чтобы их оградить, чтобы их предупредить в Роспотребнадзор, чтобы были проведены профилактические и противоэпидемические мероприятия. Для того, чтобы более жесткие ограничения не пришлось вводить, для того, чтобы у нас эта заболеваемость не пошла вверх, для того, чтобы не были вспышки в организованных коллективах с массовым, скажем так, поступлением населения в больницы. Для всего этого нужно, чтобы люди шли на вакцинацию. Так или иначе, расслабляться рано. Неизвестно, будет ли болезнь прогрессировать. Но если год назад не было никаких лекарств от коронавируса, то сейчас для жителей доступна вакцина. По словам экспертов, это единственный способ обезопасить свое здоровье. Для того, чтобы у нас было покрытие в 60% от взрослого населения старше 18 лет, нам нужно провакцинировать около 209 тысяч человек взрослого населения. Таким образом, мы видим, что, в принципе, 15 тысяч – это очень мало. Вакцины начинают поступать, будут большие транши вакцины, которые будут поступать в течение ближайшего времени. И наша задача – донести до населения, что, в принципе, учитывая то, что такое количество населения уже привилось, те, кто скептически относится к вакцинации, у них есть возможность спросить у тех, кто уже провакцинировался, как проходит вакцинация, какие явления бывают после этого. Но, в принципе, после каждой вакцинации, после любой вакцинации, в самих аннотациях, в инструкциях прописано, что могут быть такие явления, как кратковременное повышение температуры, покраснение места инъекции. То есть это нормально, формируется иммунитет. Самое сложное сейчас позади. Остается надеяться и самое страшное. По прогнозам Всемирной организации здравоохранения, пандемия коронавируса закончится к началу 2022 года. Зелимхан Калоев, Магомед Белакиев, Новости 24.